Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Открытые инновации. Какие интересные вещи обсудили на международном форуме в центре Сколково, что показала Якутия. Дом под куполом. Синет и СВФУ проводят эксперимент. Что за интересный проект? Вчера выпускники, сегодня специалисты. Перинатальный центр в Якутске пополнился новыми 30 специалистами. Прошла церемония посвящения. Всемирный день оперы. Учрежден новый профессиональный праздник. В Театре оперы и балета к дате приурочили спектакль «Трубадур». Времена меняются. В Ленске заметили рост числа женщин, желающих получить права и сесть за руль. Как проходит обучение, будущие автоледи. Заключение по проекту Ленского моста в Якутии эксперты представят уже на следующей неделе, 1 ноября. Рабочая группа Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета анализирует 9 вариантов переправы: вантовой, вантово-висячей, арочной, тоннельной и другие виды мостов. Это связано с нестандартными климатическими условиями, ледоходом и другими факторами. Ожидается, что благодаря строительству моста образуется транспортно-логистический центр, который позволит связать несколько регионов России. Эта транспортная артерия ускорит экономический рост пограничных с Якутией субъектов, произойдет тем самым развитие транспортной инфраструктуры в целом, будет обеспечена надежность и оперативность доставки грузов по автодорогам в соседние регионы. Другой крупный проект строительства онкоцентра в Якутске включено в проект федерального бюджета 2020-2023 годов. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил на своей странице в Инстаграме. Общая сумма на возведение объекта составит почти 6 миллиардов рублей. Напомним, Якутия получила положительную экспертизу на объект в январе этого года. Практически сразу власти республики подали бюджетную заявку с пакетом документов. Предполагается, что онкологический центр будет рассчитан на 180 мест с радиологическим отделением и хозблоком. По планам, объект будет сдан в 2022 году, к столетию образования автономии Якутии. Якутский проект OneClick сегодня презентовали в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте в Москве. Там прошел всероссийский конкурс лучших практик развития. Как прошла эта презентация, что вошло в проект, наш СОПКОР Максим Кардоза из Москвы. Мы сейчас находимся в Российской академии народного хозяйства при президенте, где буквально пару часов назад завершился финал конкурса огромного образовательной программы «Управленческая мастерская». Вообще организаторы этого конкурса объездили огромное количество регионов нашей страны и выбрали лишь 8, которые могут предложить лучшие практики развития. Среди них оказалась и наша республика. Якутская команда представила свой прекрасный проект. Но вообще, если говорить о географии, она обширная. Это и Калининградская область, и Ростовская, Липецкая, Новгородская, Ленинградская. И проекты тоже самые разнообразные. Это и создание IT-кластера, и развитие моногородов. И сейчас очень модно говорить о развитии городской среды. Ну а Якутия представила портал OneClick Якутия. Он был основан на портале OneClick Якутск. Это приложение используется гражданами для того, чтобы общаться, узнавать какую-то важную для себя информацию, делиться своей информацией. Там можно мониторить, например, экологическую какую-то обстановку или создавать рейтинги для предприятий, чиновников, каких-то магазинов и услуг. Один из главных сервисов этого портала будет посвящен экологии. Это очень, конечно же, важная тема для нашей республики. Вообще организаторы и участники нашей команды, они провели опрос среди 11 тысяч жителей Якутии. И вот 39% сказали из них, что они очень мониторят экологический вопрос. Для них это очень важно. И вот на этом портале есть такой сервис, где можно узнать, например, пробы воды, пробы почвы, пробы воздуха. Или, например, узнать, где идут пожары и не унесет ли этот загрязненный воздух в их сторону. То есть это очень все интересно и важно. И давайте сейчас послушаем самих участников якутской команды, что они говорят о своем детище.
Главной фишкой, скажем, вишенкой на торте нашего проекта стал действительно эко-мониторинг. Мы рассказывали про аварию на реке Вилюй прошлого года, какой был общественный резонанс и как вообще у нас республика, так как она горнорудная, очень много проектов, и мы не можем тоже просто отказываться от этих проектов. Но при этом должна быть площадка, где действительно будут проводиться электронные общественные слушания, где население может предлагать свои экологические проекты, где они могут создать, мы создаем для них ситуационный центр жителя, где они смотрят действительно достоверные факты, не получают их с WhatsApp, а действительно проверенные факты. В начале 2020 года перейдут на работу с автоматизированной системой в Анклик все наши муниципалитеты, да, все районы. Мы вовлекаем всех остальных стейкхолдеров, это общественные организации, общественники. Здесь и будет и контроль, рейтинг за деятельностью чиновников. Это будет своя система лояльности, кэшбэк, да, вот жители смогут получать какие-то, копить баллы, обменивать их на популярные товары и услуги. И вот это настоящая цифровая консолидация. Портал уже запущен. Вот прямо здесь, на конкурсе, Александр Сергеевич Николаев, глава Якутии, принимал участие в его запуске. Ну и по нашей якутской традиции, всем организаторам, всем участникам этой прекрасного мероприятия, нашему OneClick, наша якутская трехкратная «Уруй!» Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Спасибо! Подведение итогов конкурса состоится чуть позже. Будем надеяться, что нашу команду оценят по достоинству, и она будет в призах. И нужно сказать о том, что уже несколько регионов нашей огромной страны заинтересовались порталом OneClick Якутия. Что такое умный город, когда беспилотники заменят такси, к чему приведет технический прогресс в будущем? Эти и многие другие вопросы стали темами для обсуждения на 8-м международном форуме «Открытые инновации» в центре Сколково. Якутия тоже принимала активное участие на площадках этого события, что представили наши новаторы и чем запомнился форум этого года в целом. Во всем подробно готова рассказать наш корреспондент Саргалана Захарова. Она на прямой связи. Пожалуйста. Здравствуй, Влад. В первую очередь хочется сказать, что форум «Открытые инновации» – это уникальная дискуссионная площадка, которая объединяет представителей бизнеса, ученых, экспертов, органов власти и корпораций из разных стран и регионов стран России. В этом году он был посвящен 3 крупным темам – цифровой человек, интеллектуальная экономика и технологии будущего. Всего посетили форум больше 20 тысяч человек. За 3 дня на его площадках состоялось свыше 150 деловых сессий. Спикерами выступили 655 представителей бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеров российских и международных корпораций. География участников состояла из 102 стран. С первого же дня работала выставка, где российские, а также зарубежные разработчики представили свои достижения. В их числе были и якутские инноваторы. Это резиденты IT-парка и технопарка. Довольно большой интерес к себе привлекла разработка якутских спасателей. Это поисково-спасательный маяк «Находка». Выезжают спасатели на территорию, где потерялись люди, расставляют маяки. То есть эти маяки работают друг от друга путем передачи ретрансляции, то есть, и координаты свои. То есть в условном месте, где потерялись люди, расставляются маяки, и значит, они издают световые и звуковые сигналы на расстоянии до 2,5 километров, в зависимости от густого леса и так далее, да, то есть, вот, собственно, маяк, он разработан на инстинкте самосохранения самого человека, который потерялся, то есть он слышит звук и сам выходит на маяк, то есть когда он выходит на маяк, читает записку, например, Мария Ивановна, вас уже ищут, нажмите кнопку СОС и ждите спасателей. Отмечу, что маяк якутские спасатели используют в поисковых операциях уже не первый год. Он доказал свою эффективность при всей простоте его работы. Это же отметили и представители благотворительного фонда «Система». На форуме они подвели итоги конкурса технологий по поиску людей. Наши разработчики заняли 2-е место. На самом деле сейчас, вот, опять же, как пример технологии находки, она, по мнению экспертов, уже за счет того, что она очень простая, очень надежная и может быть использована, в принципе, уже сейчас, да, потому что это технология, которую после 5-минутного инструктажа можно дать волонтеру либо специалисту там, аварийно-спасательной службы и отдать уже в использование. Если говорить о разработках, которые представили на экспертах,
экспозиции «Другие регионы» можно выделить умную футболку. Во время тренировок она проводит ЭКГ, а также собирает данные о частоте дыхания, перемещения и сердцебиения. В режиме онлайн можно отследить сердцебиение, технику при выполнении упражнений и посчитать качество упражнений, говорят разработчики. Вообще слово «умный» встречается на форуме довольно часто, однако в некоторых понятиях мнения экспертов разделяются. Так, на дискуссии о цифровом будущем умных городов участники разделились на 3 разных представления о том, по каким именно критериям можно называть города умными. Одни делают ставку на технологичность, другие предпочитают обеспечить комфорт людям, третьи фокусируются на создании сбалансированной экосистемы. Но всех объединяет стремление повысить уровень жизни горожан. Один из реальных проектов ближайшего будущего в России – это электронный паспорт. С 1 марта 2020 года как пилотный проект он уже начнет внедряться в стране. Об этом на форуме рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Мы, например, планируем запустить электронный паспорт в пилотном режиме с 1 марта следующего года. Эта система будет содержать практически всю важнейшую информацию о человеке. Уже сейчас только государственные информационные системы содержат более 80 петабайт информации. Российский премьер подчеркнул важность цифровых преобразований и сообщил, что всего на развитие цифры в федеральном бюджете на ближайшие годы предусмотрено 1,6 триллиона рублей. За 3 дня на полях форума было подписано 29 соглашений между российскими и международными компаниями, фондами и институтами развития. В том числе технопарк Якутия подписала годовой план с центром Сколково. Это список мероприятий, которые будут проводиться в течение года. Также резиденты технопарка теперь могут заручиться поддержкой и консультацией экспертов Сколково, не выезжая за пределы республики. И это повлечет за собой получение налоговых льгот для компании Якутия. Прямо в Якутии, не уезжая никуда. Если до этого эта ситуация выглядела таким образом, что компании необходимо было регистрироваться в Москве как юридическому лицу, либо переезжать в Москву, то мы рассчитываем, что вот с этого года и под подписанием такого соглашения все якутские компании технологические будут получать нашу поддержку не только сервисов, которые мы до этого оказывали, как я сказал, уже в рамках плана, но и налоговые льготы. Я думаю, что это такая большая и серьезная прибавка. Очень отрадно то, что наш технопарк Якутия точно будет одним из региональных операторов фонда Сколково. Это на самом деле дорогого стоит, и причем он будет, безусловно, он один из лидеров в стране. Об этом сегодня и руководство Сколково, и многих других компаний с институтов развития нашей страны об этом говорило. Участниками проекта Сколково в течение года могут стать не менее 15 технологических компаний, резидентов технопарка Якутия. Также фонд организует поиск потенциальных заказчиков и будет оказывать содействие в поиске иностранных партнеров из других регионов страны и СНГ. Вот такие итоги 8-го международного форума «Открытые инновации». У меня все. Влад. Саргалана, благодарю тебя. Мы продолжаем выпуск. В Якутске в скором времени появится дом под куполом. Это проект совместной группы компаний «Синет» и Северо-Восточного федерального университета. В экспериментальном объекте ученые университета изучат влияние климата на вечную мерзлоту, а также в целом займутся исследованиями качества жизни северян в совершенно новых условиях. Все детали выясняла моя коллега Ульяна Шагина. Якутяне давно заметили красивый купол, который возвышается на испытательном полигоне Северо-Восточного университета на территории Торкангаласы. Объект входит в проект высокотехнологического развития «Синет-Спарк» и принципиально отличается от привычных нам зданий. Сам дом построен из обычного бруса, покрашен в таком вот красивом скандинавском сером цвете. Ну а самое главное, здесь, конечно же, купол, который построен из металла и пленки ПВХ. На нем будут установлены солнечные панели, которые будут обеспечивать дом энергией, ну а теплом будут обеспечивать котлы длительного горения. Точно такой же дом в 2013 году на севере Норвегии построила семья Хёртефёлгер с 4 детьми. Дом обернутый теплицей. Именно так прозвали их жилище норвежцы. Внутри купола сад и огород. В условиях короткого северного лета здесь успевают созреть самые теплолюбивые фрукты – абрикос, виноград и киви. Под куполом норвежского дома сельскохозяйственный сезон длится на 5 месяцев дольше. Будут ли созревать под куполом якутские овощи, говорить пока рано. Эксперимент начнется только в этом году. Ведь якутский климат от норвежского севера все-таки отличается принципиально. И первое – это якутская вечная мерзлота. Это даже не обсуждается, что
купольная конструкция будет влиять на состояние вечно мерзлых грунтов, но на то это эксперимент, чтобы путем получения экспериментальных данных изучить вот это влияние, степень влияния на грунты. Поэтому здесь с нами пробурено, установлены 7 термодатчиков, которые расположены вне купола, а также 3 внутри дома для того, чтобы получить разрез с чашей оттаивания. Уже совсем скоро в дом заселится семья. Их задача будет заключаться в том, чтобы вести самый обычный образ жизни. Кандидатов на эксперимент оказалось очень много. Тем не менее, организаторы проекта уже выбрали подходящих им людей. Они будут вести дневник, онлайн-дневник. Мы будем иметь возможность следить за ними в сетях, в соцсетях. Ну а также обязательное условие – это их согласие на проведение исследований, экспериментов. То есть наши специалисты будут приезжать, регулярно снимать показания приборов, датчиков, а также специалисты, медики будут приезжать и проводить экспресс-медицинский осмотр. Если эксперимент с домом под куполом покажет положительные для проживания результаты, кто знает, может уже в ближайшем будущем такие купола станут обыденностью. А жители холодного климата смогут выращивать помидоры даже в декабре. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Кангаласы. Вернемся через короткую паузу. 1 минута. Оставайтесь с нами. Смотрите далее в нашей программе. Вчера выпускники, сегодня специалисты. Перинатальный центр в столице пополнился новыми специалистами. Их 30. Они прошли церемонию посвящения. Всемирный день оперы. Учрежден новый профессиональный праздник. В театре оперы и балета в Якутске к дате приурочили спектакль «Трубадур». Времена меняются. В Ленске заметили рост числа женщин, желающих получить права и сесть за руль. Как проходит обучение, будущие автоледи. Программа «Итоги дня», канал Якутия-24. Продолжаем выпуск. В Якутии Ми-8 авиакомпании «ЮТР» во время полета потерял груз весом 3 тонны. Инцидент произошел 21 октября. Вертолет с закрепленным на внешней подвеске грузом совершал полет по маршруту Мирный, село Крестях, Мирный. Во время горизонтального полета на подлете к селу произошло самопроизвольное открытие замка, и груз вместе с тросами упал на землю. В итоге никто не пострадал, вертолет вернулся в Мирный, воздушное судно отстранено от полетов, разбором занимается специально созданная комиссия Росавиации. За 9 месяцев этого года в Ниренгринском районе 2991 семья воспользовалась субсидиями на оплату коммунальных услуг. Сумма более 88 миллионов рублей. По сравнению с показателями прошлого года зафиксировано снижение количества получателей на 120 семей. В этих данных разбиралась Александра Цыбикова. По словам сотрудников службы субсидий, на снижение количества получателей субсидий повлияли такие факторы, как увеличение совокупного дохода семьи, временное отсутствие пенсионеров по причине выезда на обследование, лечение, отчуждение собственности в пользу детей и внуков, наличие задолженности за ЖКУ и отсутствие соглашения по ее погашению и другие. За 9 месяцев 2019 года в Ниренгринском районе оформили субсидии 2991 семья. Средний размер субсидий составил 3284 рубля 36 копеек. По итогам за 9 месяцев 2019 года 780 семей воспользовались компенсацией по возмещению капитального ремонта на сумму более 1,5 миллиона рублей. Граждане, пропустившие сроки переоформления субсидий, могут обратиться в удобное время для ее оформления. А пенсионеры, выезжающие за пределы республики на лечение, могут предоставить пакет документов ранее, чем за месяц до указанного срока переоформления. У нас нововведение есть. Заявление на оформление субсидий можно оформить, предоставив простую письменную доверенность. Если ранее требовалось нотариальное, то сейчас может заявитель оформить письменную, написанную собственноручно, и предоставить в отдел субсидий. Еще у нас, если у нас имеют собственники долевую собственность, то можно оформить соглашение, простое, письменное, о внесении платы согласно долям в праве собственности. В отделе субсидий снова очередь. Несмотря на выгодные и удобные новые условия предоставления льгот, от комментариев бабушки отказались. И это неудивительно. Сидеть в очередях в разных точках города для сбора необходимой документации и справок, чтобы оформить субсидии на 100% возмещение, некоторым приходится до полудня. Понятно, это не самое комфортное времяпрепровождение для пенсионерок. В самом центре города
вот, в котором, значит, будут все собраны, значит, службы, которые занимаются абонентами. То есть там будут и абонентские отделы, вот, там можно будет оплатить. Вот, скорее всего, это будет один такой единый расчетно-кассовый центр. Кроме того, мы хотим, чтобы там был и паспортный стол, чтобы был отдел субсидий, возможно, еще какие-то службы, которые вот нужны для обслуживания населения, да, вот, так что люди отныне будут ходить в одно место. На сегодняшний день уже подходит к завершению работы по ремонту и реконструкции здания, и уже на День города 6 ноября все операции смогут осуществляться в одном месте. Это здание по улице Карла Маркса, 25/2. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Перинатальный центр в Якутске пополнился новыми специалистами. Среди них акушер-гинекологи, медсестры, рентген-лаборанты. Всего 31 специалист. На торжественном посвящении сотрудников побывала Саргалана Федорова. Акушерство – ее призвание. Туяра Иванова поняла это еще во время практики. Вчерашняя выпускница медколледжа приступила к работе 2 месяца назад. Сейчас уже спокойно принимает роды. Первые роды мы принимали вместе с моим наставником. А потом, затем уже самостоятельно. Это очень ответственно и волнительно. Ты отвечаешь за жизнь 2 людей. Вместе с Туярой устроились еще 30 молодых медиков. Роман Юдин, врач-акушер-гинеколог, пришел пару недель назад, но с перинатальным центром знаком уже давно, со студенчества. Свою специальность Роман выбрал сознательно, после наблюдений на практике. У меня вопрос стал, не хочу ли я быть узким специалистом, ну потому что быть терапевтом, терапевтов много, а вот узких специалистов зачастую не хватает. Вот, ну и решил поступить на кафедру акушерства и гинекологии. Профессия интересная и достаточно сложная, но в то же время и благородная. Новоиспеченные специалисты сегодня получили напутствие опытных коллег и принесли клятву врача. Торжественно клянусь честно и достойно исполнять свой профессиональный долг, быть всегда готовым оказать медицинскую помощь и хранить врачебную тайну. За каждым начинающим медиком закреплен наставник из числа опытных сотрудников. Для пополнения штата больница ведет работу с медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета и Якутским медколледжем. Персонал подбирают уже на этапе обучения. Многие наши врачи работают преподавателями по совместительству, да, в медицинском колледже. После того, как они проходят учебную практику, естественно, разговариваем с преподавателями о возможных там наклонностях, желаниях студентов. В стенах перинатального центра ежедневно на свет появляются в среднем 15-20 детей. Врачи активно пропагандируют совместные роды. Они безопасны и для мамы, и для малыша. На сегодня штат больницы укомплектован на 97%. Не хватает врачей-анестезиологов, реаниматологов, как во взрослом отделении, так и в отделении новорожденных. В планах привлечь выпускников из других учебных заведений, а также специалистов из соседних регионов. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Учрежден новый профессиональный праздник – Всемирный день оперы. Дата будет отмечаться ежегодно 25 октября. В этот день оперные театры всего мира в честь праздника будут проводить различные мероприятия. Государственный театр оперы и балета Якутии не остался в стороне и отмечает праздник оперным спектаклем «Трубадур». Музыка итальянского композитора Джузеппе Верди, партии исполняют звезды якутской оперной сцены, также приглашенный солист, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов. Отметим, что спектакль приурочен и к юбилею ведущей солистки, народной артистки Якутии Айталины Адамовой-Афанасьевой. В этом спектакле она исполняет главную партию цыганки Азучены. В Ленске заметили рост числа женщин, желающих получить права и сесть за руль. Как проходит обучение будущей автоледи, сюжет Анны Кожевниковой. Поздний вечер, но в учебном классе по правилам дорожного движения почти все парты заняты. Большинство учеников – молодые девушки, которые внимательно слушают преподавателя и стараются запомнить значение дорожных символов. Да, очень хорошо, прям с легкостью дается мне пока что. Ну, скажем, а когда в городе ты уже едешь непосредственно автомобилем, все ориентируешься по знакам или все? Да, я пытаюсь самостоятельно. Знаки знаками, в этом вопросе девушки чувствуют себя знатоками. И в движении по дороге на автодром та же уверенность в управлении автомобилем. Хотя на улице не самые лучшие погодные условия. И обстановка требует особой внимательности и напряжения. Ну, в такую погоду, да, страшновато.
начинали учиться еще, грубо говоря, летом, осенью. А сейчас уже все. Все это – лаконичное обозначение трудностей, которые не замедлили тут же сказаться на подъеме в горку. Давай. Что там? Еще раз давай. Так, справим машину. В таких случаях без подсказок инструктора не обойтись. Здесь, наверное, и водитель со стажем мог бы совершить ошибку. Но в целом девушка справилась с заданием. Сами видели, горка у нас сегодня скользкая, весь снег идет. Ну все, она там все сделала, упражнения сами видели. Змейка прошла на разворот тупика, парковка и задний ход, вот стоим как раз задним ходом. Есть и другие трудности для стажеров-водителей. Иногда знание дорожных знаков, особенно на больших перекрестках, не спасает от нервозности и нарушает спокойствие. Ну, на перекрестках, да, бывает тяжеловато понимать, куда. Ну, знаки учили, знаем, поэтому уже все преодолимо. И действительно, почти за часовую поездку девушки показали себя с самой лучшей стороны. Со временем и опыт придет, навыки вождения укрепятся. Все правила мы выучили, поэтому дорога нам далась идеально и хорошо, я считаю. Автодром не очень, конечно, но все преодолимо, все сможем. Статистика тоже на стороне женщин-водителей. С их участием дорожно-транспортных происшествий в разы меньше. Пусть они и не дальнобойщицы, где требуется особый статус водителя. Но в городских условиях в большинстве случаев женщины – пример для подражания всем участникам дорожного движения. Сергей Евсюков, Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Оставайтесь с нами и смотрите наши выпуски.